на какую бы роль вы бы не подписались ни за какие деньги? Если нужно будет сыграть, я сыграю. Сценаристами какой момент? В принципе, теоретически можно обойтись без академического образования. Каждый актер играет какую-то роль, он берет свои какие-то черты характера. Он, если с виду жестокий, он же с детского дома, но внутри он сломленный. Что мешает казахстанскому кинематографу выйти на какой-то другой уровень? Это мое мнение, честно, пускай никто не обижается. Опять же, если ты там прочтешь пару книжек и решишь, что ты сценарист, ну, собственно, как бы ты будешь делать вот такое вот кино, которое мы не очень хотим видеть на больших экранах. Почему зритель должен прийти на «Альманах Алматы, я люблю тебя»? Мы сделали не банальное кино. У зрителя как бы есть уникальный шанс совместить два в одном. Я тебя не понимаю, как можно совместить даже 6 историй, да. Мне кажется, Алмата здесь как бы собирательный образ. Всем привет! Мы на подкасте «Алматы, я люблю тебя». Сегодня с нами замечательная компания. Это Яркин Губашев, это наш дорогой друг Айбар и Татьяна Пфейфер, сценарист новеллы «Таксист». Сегодня мы поговорим об «Альманахе» и поговорим конкретно об этой новелле, о ее предыстории создания, как это все произошло. Ну, прежде всего, Яркин, хотел бы вам задать вопрос, что для вас Алма-Аты? Алматы — это моя работа, Алматы — это моя семья, Алматы — это моя жизнь, Алматы — это все, Господи, что это все. И то, что Алматы, я люблю тебя, это мое внутреннее такое состояние, да, постоянное. Я действительно очень люблю этот город и люблю людей, которые здесь живут, людей, коллег, деревья, дома, воздух, вот этот плохой, но люблю все равно горы окружающие. Поэтому резонирует еще как. Айбар, ты? Что для тебя Алмата? Ну, Алмата очень близок ко мне. В Алмате живут очень много родственников моих, я их очень люблю. И в Алмате есть горы, в которых нет ни в одном городе. Может быть, в Швейцарии. Алмата — это очень классный город, и я думаю, что «Алмата, я люблю тебя» — это будет самым лучшим фильмом в марте. Ну, спасибо за радужные прогнозы. Тань, что для тебя Алматы? Давай так. Для меня это дом. Алматы — это мой дом, который я очень люблю. Несмотря на какие-то его изъяны, неидеальности, но даже бывая в разных странах, в разных городах, путешествуя, я всегда с радостью возвращаюсь домой. И это особое удовольствие и особая честь снять историю, написать историю про свой дом. Давайте начнем и поговорим про то, что как ты вообще узнала об Альманахе? Кто тебе сказал первый раз и какие мысли были? Так, как я узнала, меня на проект позвал Алдияр Байракимов, наш режиссер, да. Собственно, меня очень обрадовало, что будет сниматься такое кино про Алмату, потому что я видела уже другие альманахи до этого, ну, типа там «Париж, я люблю тебя», «Нью-Йорк» и так далее. Вот, и очень классно, что эта идея наконец добралась и была реализована у нас. Очень было интересно поучаствовать, собственно. Ну, естественно, было немножечко, конечно, волнительно, потому что это все-таки некоторая ответственность, то есть это довольно серьезный проект, и я считаю, что у нас у всех все замечательно получилось. Мне позвонил Алдияр также. Позвонил и говорит, есть возможность сыграть одну роль, как вы там свободны в такое-то время. Я говорю, ну да, что, давай. Назначили встречу, встретились, и вот он рассказал мне эту идею. И я сначала не понял, то есть говорю, как это, в одном фильме 4 фильма, что он говорит, ну типа да. Я говорю, ну давай, ладно, попробуем. И рассказал о роли. Но с Алдияром я не в первый раз работаю, я знаю его, он дотошный режиссер такой, очень требовательный по отношению к образу роли, да, к роли, к образу героя. И мы долго вот сидели, прочитали сценарий сначала. И говорит, как тебе роль, давай, что-то можно выжать из этой роли. И мы начали с ним фантазировать, а кто он, а что он, какой у него бэкграунд какой, где он родился, как, где вырос. Мы очень долго работали над образом.
еще до площадки. То есть мы долго разговаривали, и в конце концов пришли вот к тому, что получилось. Если честно, я ничего не помню. Вроде бы, Самый молодой вроде. вроде бы я пошел на пробы с мамой, и тогда был другой дядя, другая Ташка, не дядя Кеша. Кстати, это интересная история. Там действительно я не первый был, да? Да, не первые были. Более того, Алдияр очень хотел вот другого Аташку, да, но я в этой роли очень сильно видел вас, потому что я влюбился в вас как актера с проекта «Тарас». Вот в «Таразе», потому что когда я вышел с этого фильма, я говорю, кто этот актер? Вроде у вас там роль была незначительная. Да, небольшая роль. Небольшая роль, но вы так классно там сыграли, и у меня была как бы такая даже, может, цель или мечта, что когда-нибудь в каком-то из проектов мы вместе должны поработать. И вот ты играл с другим дядей, да, правильно? Да, с другим Аташкой. Мы с ним читали разные сцены. Я тоже сначала не поняла, что типа в одном фильме столько кино. Вот. Но потом прочитал сценарий, и мама все объяснила. Да. Тебе как сценарий понравился? Да, очень понравился. Нет, ты другой Если скажи. что-то не Тебе понравилось- какой Аташка больше понравился? Конечно, Все, молодец. Но потом, да, там произошло так, что что-то мы по времени стали сходиться. Я Алдияра начал 2 или 3 дня склонять к тому, что дядю Кешу надо снимать. Вот. Я думаю, что он боялся повторения образа, наверное. Да, скорее всего. Он мне говорил, задача не быть, чтобы я не был похож на роль тренера паралимпийца. Поэтому, я говорю, долго мы с ним сидели, долго работали. Ну, мне кажется, получилось совершенно другой человек же в экране, да? Да, конечно. Вот. А вот смотрите, в ходе как бы вживания в роль вы за таксистами наблюдали? В принципе, я в свое время очень долго ездил на такси. Ну, конечно, по Алмате двигаться, когда куда-то опаздываешь, особенно на съемки или еще, приходится много ездить там, на разные локации. И, как правило, с таксистами я всегда много общаюсь, мы едем, болтаем и так далее. И они разные же все. У каждого своя тоже история, как он стал таксистом и так далее, так далее. Кто-то делится, кто-то не делится, но что-то их всех объединяет. Вот я как бы, может быть, это собирательный какой-то образ, скорее всего, получился. Ну, потом друзья есть, которые таксуют. Особо труда не составило, да, сколько не это, а сколько, наверное, характер надо было поймать, вот, чтобы он отличался от других характеров, сыгранных до этого. Потому что это вот ролей-то много уже набралось, и иногда боишься, я такой не играл, мне кажется, не играл. Вот в этом плане тяжело. Как считаете, насколько вот ваш персонаж резонирует у вас, сходится с понятиями или, может быть, жизненными принципами с актером Эркином Губашевым? Или наоборот, это полная противоположность? Да нет, у каждого актера, каждый актер играет, когда играет какую-то роль, он берет свои какие-то черты характера и добавляет в образ. И образ от этого, наверное, еще точнее получается, он ближе к жизни. Какие-то черты характера, конечно, со мной совпадали. То есть я тоже люблю детей. Да, тоже ругаюсь иногда на них. Где-то жесткие, где-то добрые. Что-то было много похожего, да, поэтому, наверное, получился, наверное, поэтому и роль получилась, наверное. Мы там какие-то слова просто поменяли, небольшие. То есть мой герой так бы не говорил. То есть мы с Алдияром это говорили. Такие мелочи, типа вместо «здравствуй» «привет». Да? Это не фатальные такие, не критичные. А так все прекрасно. Сама история интересная, мне кажется. Сама история такая, трогательная, актуальная. Не знаю, мне кажется, эту историю надо, чтобы эту историю посмотрели люди. Мне кажется, это будет правильно. К детям по-другому немножко относиться. Во-первых, мне очень интересна тема межличностных отношений. То есть я не имею в виду именно романтические, а просто отношения между людьми, насколько они бывают многогранные, необычные и так далее, глубокие. А во-вторых, безусловно, мне интересны остросоциальные темы.
Но чтобы не уходить в драму каждый раз, я иду на, скажем, такой компромисс с жанром. То есть можно подавать серьезные темы, рассказывать серьезные истории в довольно легких жанрах, и тем самым как бы большее количество человек на это обратит внимание. Вот, собственно, я и пошла таким путем, как-то так. Айбар, тебе как сценарий? Что тебе понравилось, что не понравилось? Тяжело было вообще? Ты же все-таки, слава богу, ребенок из благополучной семьи. Тяжело было играть детдомовского пацана? Ну, были свои тяжелые моменты. А Даже что было тяжело? когда сцену снимали ночью, ну как ночью, под закатом в машине. Трогательная сцена. Это где дядя Кеша разговаривает или по телефону? Или ты какую сцену имеешь в виду? Сцена, которая я плачу. Все. Ты признаешься, да? ему? Да. Мгм. И этот персонаж мой, он, если с виду жестокий, он же, как бы сказать, с детского дома, но внутри он сломленный. Дедушка, он тоже может быть серьезным с виду, но скучает по своей семье. Ну, мы на площадке очень подружились с Айбаром, потому что по-другому нельзя. Если не будет теплого какого общения, теплоты, отношений, это видно на экране сразу. Вы как оцениваете работу, актерскую работу Айбара? Ну, как сказать? Да не, молодец, он хороший партнер, очень грамотный партнер. И, честно скажу, я со многими профессиональными актерами работал. Некоторые профессиональные актеры похуже тебя, честно. Да, а ты че? Насколько важно поднимать в кино, ну, так скажем, вот есть два момента, да? Можно идти за трендами и, так скажем, запросами, которые сейчас есть у зрителя, да, то есть можно идти по каким-то темам, которые ты точно знаешь, что ты соберешь кассу, придет зритель и так далее. Или все-таки есть путь более рискованный, более неизвестный, когда ты начинаешь говорить и транслировать какие-то свои темы, идеи, мысли, принципы. Как думаете, вот? По какому пути можно и нужно идти, на ваш взгляд? Ну, это вот как раз это самая, наверное, большая проблема в казахстанском кино, что я знаю очень многих режиссеров, которых волнует очень много тем, ну, и сценаристов, и режиссеров, которые хотят писать о наболевшем, о каких-то проблемах социальных и так далее, и так далее. Их очень много. И все ребята хотят это. Но есть такой еще человек в кино, который называется продюсер, да, который говорит, это не будет интересно, на него никто не пойдет. И тут, наверное, проблема даже не в режиссерах и сценаристах, это проблема продюсерства, которые, ну, они, конечно, правы, да, что у нас народ не пойдет на драму, не пойдет на какой-то социальный фильм. Ему давай развлекуху, давай там про Келинку фильм, про вот эту тему уже, я не знаю, сколько ее можно муссировать, но и муссируют до сих пор. Там, эксплуатируют, да, что опять из аула, кто-то там из города, и вот это аульные с городскими, что-то, и вот это муссируется уже лет 10, наверное, на одной теме сидим. Как только появляется какая-то остро-драматическая, остро-социальная тема, пустые залы. Ну а что делать? Так, наверное, в жизни людей уже, наверное, и так все плохо. Они не хотят это еще в кино видеть. А что делать? Ну, делать так, как вы делаете. Потихонечку, потихонечку. Делать красивое, хорошее, качественное кино, мне кажется, не быстро сляпанное, а хорошо написанное, сыгранное хорошими актерами профессиональными, с хорошими композиторами, с хорошей картинкой, с сильным режиссером, которая, мне кажется, принесет эстетическое удовольствие. Да? И еще оставит даже след какой-то в душе. Ну, то есть этот фильм должен... Ну, мы же смотрим какие-то вот фильмы красивые, американские, там, голливудские фильмы. Мы же тоже, там же не все они там комедии, и не все они боевики. Там есть и очень хорошие драмы какие-то. А ваш можно услышать топ-3 или топ-5 фильмов? «Первый запах женщины», «Второй крестный отец», вот «Однажды в Америке». Это 3 вот моих любимых фильма. «Зеленая книга», «Крид 3» и, наверное, «Топ Ган Мэврик». Скажу так, наверное, вот топ таких фильмов,
к которым я постоянно возвращаюсь, там, спустя годы, это, наверное, «Фейерверк» Китана, «Бойцовский клуб» и «Нокдаун». Кого из актеров, ну, наверное, Голливуда, может быть, мирового кинематографа, вы как бы видите в качестве примера, референса для себя? Ну, для меня, ну, один из моих любимых актеров это, ну, Аль Пачино, Ди Каприо. Ди Каприо очень нравится мне, который умеет перевоплощаться, да, то есть это человек, который, я никогда не ожидаю, каким он будет. То есть это, он всегда разный, поэтому он мне интересен очень. Том Хэнкс очень нравится мне из голливудских актеров, потому что тоже умеет быть разным на экране. Я же из старого, да, такого как бы времени. Де Ниро, конечно. Де Ниро. А из казахстанских кого могли бы выделить, кроме Айбара? Так больше и нет, кроме Айбара. Да нет, на самом деле мне очень много нравится казахстанских актеров, которых я очень люблю и с которыми приятно работать. Азиз Бишаналиев мне нравится очень. Мне нравится Эркебулан Даиров, Берик Айджанов. Вот недавно работал с Абельмансуром Сериком. Он, кстати, тоже здесь снимается в этом фильме. Тоже замечательный актер. Очень много актеров, которых я даже сейчас... А вот из молодых, если кого-то, кого вы можете отметить? Из молодых... Вот, Абельмансур Сериков, Айбар, конечно. Ну, Куаныш Жалжаксынов, насколько я помню правильно фамилию. Мы с ним тоже работали очень в нескольких кинокартинах, в нескольких проектах. Тоже замечательный актер, интересный. Серик Шарип, да, интересный актер. Вот я сейчас, это надо садиться и вспоминать. Я, может быть, многих поименно не помню ребят, с которыми работал. Вот, по ролям я могу так как-то... Дядь Кеш, а такой вопрос. На какую бы роль вы бы не подписались ни за какие деньги? Не играли бы ни... Вот есть какие-то такие вещи? И какая роль, за которую бы вы вышли бесплатно? Ну, не знаю, никогда бы не сыграл бы, наверное, маленькую девочку, я бы не смог. Да, а так все что угодно, вот серьезно. Это работа у нас такая. Я профессиональный актер, то есть это моя профессия. Я считаю, если нужно будет сыграть, я сыграю. Вообще не важно. Ну, многие говорят, да, там роль там какой-то нетрадиционной ориентации и так далее. Мне, честно говоря, по барабану. Это работа. Просто она будет дороже стоить. Понятно. Понимаете, да? То есть я сыграю, не проблема. А какую роль я бы вообще... Короля Лира, наверное. Очень интересно сыграть короля Лира, потому что Гамлета я уже не смогу, не успеваю уже по возрасту. Лира еще потяну. А с кем бы из режиссеров хотели поработать? Мировых и казахстанских? Казахстанских мне бы очень интересно было поработать с Фархадом Шариповым. Ну, потому что с остальными, по-моему, я со всеми уже поработал. С Фархадом еще нет, и как-то у меня не получается. Я там то ли кастинг не подхожу, то ли по роли, то ли еще что-то. Но мы с ним всегда встречаемся, иногда на Казахфильме. Там, и мы всегда очень друг к другу доброжелательно относимся. И он всегда, вот как бы, чтобы вы меня снялись. Я, ой, как бы мне сняться у вас? Ну, не получается пока. Ну, то ли в образ не попаду, то ли еще что-то. Из американцев, ну, с Голливуда, ну не знаю, ну, Скорсезе мечтал, да, попасть к нему. Ну, Спилберг, естественно, Пол Верховен. Ну, да, все топовые режиссеры. Да, я там у любого готов сняться там, голливудского, без разницы. Даже таксистом? Таксист, хоть кем. Айбар? А ты у кого хотел бы сыграть? Из казахстанских, не знаю даже, я вроде со всеми работал. Я с Фарага работал недавно. Представляете? С Фархатом ага. Да ты что? Да. Обогнал меня. Обогнал уже. Как зовут режиссера «Титаника»? Джеймс Кэмерон? Джеймс Кэмерон, да. С ним хотел. Ну, я бы с любым снялся бы. Ну, как дядя Кеша сказал, да. Тогда вам вместе, может, сразу тандем? Да, может. Ну, Он звонил, кстати, насчет тебя спрашивал. Реально? А в четверг свободен ты? конечно. А я сказал нет. Ну, все уже.
В пятницу. На пятницу уже нет. Что мешает казахстанскому кинематографу выйти на какой-то другой уровень? Честно? Понятно? Честно. Коррупция. Согласен, но только ли коррупция? Нет, не только коррупция, но это мое мнение, честно, пускай никто не обижается, это отношение к своей профессии. Да, вот у нас какой-то, ну, то ли менталитет у нас такой, то ли мы доходим до какого-то уровня, и все. И расслабляемся. И так сойдет. Да, вот это самая большая беда у нас, это вот в нашем менталитете. Вот дошли до какого, пойдет, все. Я звезда, все, уже все, я в 2 фильмах снялся, я звезда. Надо постоянно над собой работать, мне кажется, надо всегда расти. Тем более в нашей профессии, в актерской, у нас же нет предела. Да, вот смотрите, ну, с одной стороны согласен, с другой нет. Какой? Вот, допустим, до этого была актриса Сауле, она говорит, меня все время зовут на роли матери-одиночек. И типажность, да. Вот. И как бы она, может быть, и рада сыграть там какую-нибудь. Но это мы опять круговорот, опять идет. Почему? Потому что нету хороших сценариев пока. А хороших сценариев нет, потому что опять мы приходим к тому, что люди не пойдут. Это замкнутый круг некий. Да? Одни и те же комедии, одни и те же типажи. Это какая-то там Енешка, как всегда, и Килинка, там какой-то муж Саула какой-то. И все вот вокруг одного. Как только появляется хорошая, интересная работа, это уже работа для профессионала же, да, для сильного актера. А у нас сильных актеров-то раз-два и обчелся. А что, по-вашему, сильный актер? Актер, который может перевоплотиться, сыграть совершенно другого человека, а не себя. Как я вижу во многих казахстанских фильмах. Я вижу одних и тех же. Ну, то есть это одни и те же, просто в них меняются, честно говоря, имена и реквизиты, и все. А так тот же самый идет. Ну, грубо говоря, там, я не знаю, какой-нибудь актер такой-то, он везде один, одинаковый, просто на нем другая шапка, другие слова. А вот вы посмотрите фильм Адильхана Ержанова, если кто-то видел, там, как работает Данияр Алшинов, кстати, один из моих любимых тоже актеров, который везде разный. Он, Берик Айджанов, везде разный. Он в одном фильме он один, в другом фильме он другой. И за этим интересно наблюдать. Но опять же, куда Данияр Алшинов? В Килинках играть? Он не будет. Потому что это ему и неинтересно. Берегу также неинтересно играть в таких вот комедиях. Естественно, они будут сидеть, ну, как бы ждать своего часа. А этот час может и не наступить. Потому что, ну, пока нету сильных, мощных, крутых сценариев и продюсеров, которые не побоятся этот фильм запустить. Ну, короче, вот такая вот интересная штука. А не было мысли уйти из профессии когда-то? Ну, было, но видите, я нашел очень оптимальный для себя выход. Если уходить, это другую же профессию надо искать, а я другого делать ничего не умею совершенно, как лицом играть, торговать, как это говорится. Вот. Поэтому я открыл актерскую школу. И я преподаю, у меня школа актерского мастерства, и я совмещаю приятное с полезным. То есть, когда надо, я играю, а когда я не играю, я учу других играть. Беспроигрышная позиция. Конечно, мне это нравится. Тиша, а как вы стали актером? То есть, вот как вы к этому пришли? Кто-то подтолкнул или сами? Да нет, я сам пришел осознанно. Я бывший КВНщик. Причем я играю КВН с 81 года. С 81, ну, представляете, уже 40 лет я играл КВН. Я ездил и в Одессу, я играл в России. Я заканчивал в России 2 вуза. И первый вуз я был капитаном команды Вологодского политехнического института. И когда я закончил, я уже там был... У нас был маленький такой театр-студия, студенческий стем. И я уже был режиссером стема, небольшим таким режиссером. Ну как, маленький стем, там у нас 5 человек, и мы ездили там, что-то показывали, юморели. А потом я, когда вернулся, закончив институт, я уже целенаправленно поступил в Самарскую академию искусств. Уже профессиональный театр. Как театральный режиссер, ну, там тоже актерское проходим. И там я еще обучали педагог по актерскому мастерству. Вот. Я закончил этот институт, потом уже у меня был свой театр маленький и так далее, и так далее. И я в профессии очень долго поработал, но в кино попал, честно говоря, 12 лет назад всего. То как-то получилось тоже
случайно. И какой-то рекламы я озвучивал голос, и я такой говорю, так, давай что там озвучить, смотрю текст, и мне говорю, а кто это писал? Говорю, что за... Ну, неправильно это. Или там стоит режиссер, говорит, а вы можете написать, как вы считаете? Я быстренько написал. Я написал, он говорит, о, круто. Показал какому-то, это утвердили текст, все. И он говорит, а вы что, сценарист? Я говорю, да я могу все, что угодно. Он говорит, а можете фильм написать? Я говорю, могу. Хотя вообще не знал, как это делается. Мне просто работа нужна была. И он говорит, давай напишем сериал «Слово офицера». И вот я был одним из сценаристов. Кстати, вторым сценаристом, третьим был Алдияр Байракимов. Вот там мы и познакомились. Да? Мы были сценаристами этого. Интересно. Да. Интересно. А что вы можете сказать тогда, ну вот как бы сейчас много людей из КВН приходят в кино? Я не против этого. Ну, КВН хорошая школа. Но дело в том, что я-то пошел дальше. После КВН я-то уже профессионально обучился. Причем не здесь, а в советской театральной школе обучился. Именно театральной. Где там ломают всю мою КВНщину выбили и дали очень много инструментов важных, актерских. А здесь просто не идут дальше. Ну, как вот то, что вот мы говорили, что пойдет. С нами наши партнеры «Давай сходим», Мэйди Продакшн, ну и огромный рахмет Акимату города Алматы. Насколько важно академическое образование для таких профессий, как актер, режиссер, ну, оператор, может быть, или сценарист? Ну, мне кажется, обязательно нужно. Нет, есть, конечно, гении. Да, но, к сожалению, говорю, вот в Казахстане вот в этом беда вот есть. Вот дошли до уровня до какого-то, и все. Я знаю вот замечательного оператора, вот ребята, может, знают тоже, Юра, он сейчас другую фамилию взял, польскую, Левандовский такой, Юра Левандовский. Я с ним начинал вот снимать «Слово офицера». Я помню, какой он тогда был, и вот недавно мы вместе снимали еще один фильм. Я поразился его росту, вот просто рост бешеный, потому что он все время учится, он сидит, вот он вроде профессиональный оператор, уже все зарекомендовал, но он всегда, посмотри, как он снял, слушай, надо вот так вот, и вот он все время он всегда вот сидит и вот обучает сам себя, он где-то лазит в какие-то, он изучает новые камеры, новую оптику, говорит, вот эта оптика я поработал, а как интересно. И вот он постоянно, и это отражается на его профессиональной деятельности. Его с удовольствием, он всегда занят, его всегда приглашают. И более того, как дядя Киша сказал, что у актеров нет пределов роста. Ну, сценарист тем более. То же самое, да, я могу сказать про сценаристов. И, опять же, со своей колокольни, я, несмотря на то, что я в профессии уже больше 10 лет, я продолжаю учиться. И на каких-то, я не знаю, там, курсах повышения квалификации самостоятельно, потому что нужно постоянно это все дело совершенствовать, чтобы, и мозг оставался мобильным, и чтобы выходить на новый уровень каждый раз. Со сценаристами какой момент? В принципе, теоретически можно обойтись без академического образования. У меня оно есть, но я встречала ребят без академического образования, которые, если будут продолжать над собой работать, они смогут вырасти в хороших сценаристов. Но тут все упирается в желание и в планку твою личную, потому что, опять же, если ты там прочтешь пару книжек и решишь, что ты сценарист, собственно, ты будешь делать вот такое вот кино, которое мы не очень хотим видеть на больших экранах. Я согласен, коллеги, я потому что сам, по первому образованию у меня было юридическое образование, и чуть позже я пошел в школу Тимура Бекмамбетова на скрипт-супервайзинг, а чуть позже драматургические курсы Александра Митты были. И там, наставником был Юрий Коротков, сценарист 9-й роты из Теляк. Вот. И вот тогда он вообще горизонты драматургии мне совсем по-другому открыл. И так получилось, что после уроков, а он на метро ездил, и я, чтобы время не терять, я с ним садился в метро и ехал до его станции, а в метро же ты один раз платишь, заходишь и потом катаешься сколько хочешь.
И вот пока мы ехали, он больше жизненных ситуаций, историй и как бы советов давал. Больше, чем на самих уроках. Какой крутой опыт, прям завидую. Да. Вот. И поэтому... И вот он говорил о том, что хороший сценарий должен работать на нескольких этажах. То есть первый этаж — это когда мы говорим про человек пошел, сделал. То есть то, что он делает и проговаривает. Это, говорит, мыльные оперы. Второй этаж, говорит, когда ты что-то делаешь, из действий героя ты знаешь, ну, в смысле, замыслы, к чему это идет. И, наконец, третий уровень — это философский уровень. И это самый высший пилотаж. Когда, просмотрев кино, оно оставляет на тебе тот отпечаток и тот замысел, который закладывал туда автор. Вот это, говорит, получается у единиц. Ну, то, к чему надо стремиться. Поэтому, наверное, ну, я соглашусь с вами, что идти дальше, и я даже добавлю, что в таких профессиях, наверное, нужны наставники, как и в актерстве, и в сценарном мастерстве. Потому что те люди, которые, он сказал, говорит, сценаристы — это люди-вампиры. Люди, которые все время должны вампирить истории. Иначе, да. Ну, я бы еще добавил, что есть свои законы, да, то есть и в сценарном мастерстве законы есть, в актерском мастерстве, в режиссерском мастерстве есть свои законы, по которым, ну, все работает. Все Безусловно, работает. Я скажу больше, сценарное мастерство — это математика. Да. На 90%. Это законы. И если ты их не знаешь, ничего не получится. А где их получать? Только в академическом образовании, только у наставников, только у тех людей, которые уже эти законы хорошо знают, которые с тобой поделятся. Вот и все. Мне кажется, потому что режиссер, я не знаю, что это за профессия. Режиссер. Вот как его можно научить? Ну, невозможно это научить. Это вот есть какие-то законы, плюс от Бога еще какой-то там дар свыше. Ну вот как вы думаете, Алдияр насколько качественный режиссер или интересный режиссер для вас? Мне кажется, об Алдияре мы еще услышим. И не один раз. Потому что Алдияр Бог дал, как раз поцеловал, как говорится, макушечку. Те проекты, в которых я у него снимался, я считаю замечательными, просто прекрасными. И «Алматы, люблю тебя» — один из таких же проектов. Поэтому Алдияр хороший режиссер, очень хороший профессиональный режиссер. Будущее у него большое. Почему зритель должен прийти на альманах «Алматы, я люблю тебя»? Ну, потому что, во-первых, мы сделали классный продукт во всех смыслах. И в сценарном это очень интересная история, и в том, как это было реализовано, это очень качественное, красивое, интересное кино. Вот. А если чуть-чуть вот от рамок отойти, ну, блин, во-первых, как минимум самим алматинцам должно быть интересно посмотреть истории про свой город, в которых в каких-то они, может быть, узнают себя. Мне кажется, это такая трогательная, ностальгическая где-то, может быть, вещь. Ну, то есть мне бы, если бы я даже не была задействована в проекте, мне бы было очень интересно пойти в кино на это все посмотреть. Ну и плюс это очень интересный формат. У нас не часто снимаются киноальманахи. Вообще на моем опыте это, по-моему, первый. Еще один момент. Мы же сняли все-таки зрительское кино. Ну, то есть это... Где-то там и комедия есть, и мелодрама, то есть это не тот тяжеляк, которого зрители избегают, но при этом мы сделали не банальное кино. Вот однозначно не банальное, и у зрителя как бы есть уникальный шанс совместить два в одном и насладиться своими любимыми жанрами и увидеть что-то, чего ему раньше еще не показывали. Ну, это очень интересное кино. В этом кино есть очень много жанров. Можно посмотреть свой любимый жанр, как сказал наш сценарист. Я бы обязательно посмотрела этот фильм. Мне даже интересно это посмотреть прямо сейчас. Я не понимаю, как можно совместить 4 истории, даже 6 историй, да, в одном фильме. Это получится очень интересно. Вот. Ну, я абсолютно с Татьяной согласен, да, то, что у зрителя есть уникальная возможность увидеть хорошее, качественное, красивое кино. И действительно там разнообразие жанров там все присутствует, и насладиться можно. Мне кажется, Алмата здесь как бы собирательный образ. Каждый, наверное, житель любого города там может
переставить, подставить свой город и увидеть людей, которые живут в этом же городе, в его городе. То есть, мне кажется, неважно, как он называется. Алматы — это как нарицательное. Да? Алматы, я могу там сказать, что Петропавловск, Уральск, там, Тарас, я люблю тебя. Потому что эти все люди, которые персонажи, они могут действительно проживать в любом городе, неважно. Но самое главное для меня, ну, как актера, мне кажется, зрителю, почему надо идти, потому что там такое соцветие актеров шикарных просто и замечательные актерские работы всех, кто занят в этом фильме. Ну, я ни в одном фильме не видел, что так было очень много крутых и интересных актеров, которые играют совершенно интересные, разные, непривычные, может, для них роли. Спасибо, коллеги. Уже скоро, 7 марта, мы сможем по-настоящему оценить и понять, потому что финальным судьей, да, будет зритель, Конечно. который скажет свое слово присутствием или отсутствием в зале. Ну а я призываю всех, кого мы знаем, приходите на кино, приходите на наш фильм, который мы делали с любовью, с полной самоотдачей всех, начиная там от самого маленького Айбара, заканчивая вот нашими мэтрами, дядь Кешей, Еркин Губашев. Большой рахмет, что пришли. Спасибо вам. Это вам спасибо, да. Так, Спасибо. Рахмет. Да. Спасибо за возможность сыграть в этом кино. Да, ну так сложились звезды, видите, мы хотели, так получилось. Спасибо, все, до свидания.